эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Наибольший миграционный поток в России образуют граждане стран СНГ. В основном они приезжают в российские регионы в поисках работы. Какие они имеют права и обязанности в нашей стране, а также о правовых аспектах приглашающей стороны поговорим с начальником отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Республики Вячеславом Никифоровым. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько мигрантов ежегодно приезжает в республику? Начну со статистики. Если в 2018 году на миграционный учет по месту пребывания в Республике Саха-Якутия было поставлено 73 тысячи иностранных граждан, в первом полугодии 2019 года эта цифра составила 34 тысячи. На территории республики у нас осуществляют деятельность более 500 субъектов предпринимательской деятельности, которые привлекают иностранную рабочую силу. Ну и, соответственно, в городе Якутске у нас их большинство, это более половины, 255 работодателей привлекают этих иностранцев. Ввиду того, что у нас миграционные потоки увеличиваются, количество граждан растет, задачей органов прокуратуры республики на данном этапе является информирование их о тех правах и обязанностях, которые лежат на них в связи с пребыванием в нашем государстве. Ну и вот какой правовой статус они имеют? Правовой статус их закреплен Конституцией и главным федеральным законом в данной сфере – это Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан. Все необходимые аспекты отмечены там. А на основании каких документов они могут находиться на территории России без гражданства? Традиционно это виза, трудовой патент, разрешение на временное пребывание и вид на жительство. 4 основных документа. А какие у них есть права? По Конституции Российской Федерации иностранцы в принципе обладают всеми теми же правами, что и российские граждане, за исключением отдельных моментов. То есть они не могут быть государственными муниципальными служащими, они не могут быть задействованы в выборных процессах, участие в референдумах, выборах, как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов. И также они не несут обязанность по службе в вооруженных силах Российской Федерации. То есть вот основные исключения. А давайте поговорим об обязанностях трудовых мигрантов. Обязанности также прописаны в Конституции и в Федеральном законе о правовом положении иностранных граждан. По Конституции они несут те же самые обязанности, что и российские граждане. То есть это соблюдение Конституции, уплата налогов, необходимых платежей, забота о детях, сохранение окружающей природной среды, памятников исторического культурного наследия, и так далее. Но, тем не менее, ввиду того, что данные граждане являются все-таки иностранными и гостями в нашей стране, на них, соответственно, возлагаются дополнительные права и обязанности, которые в первую очередь обусловлены режимом их пребывания в нашей стране. А какие требования предъявляются к иностранным гражданам по состоянию здоровья? В случае, если гражданин иностранный или лицо без гражданства обращается в территориальный орган в сфере миграции за разрешением на временное пребывание, он в обязательном порядке обязан предоставить справку об отсутствии у него заболеваний наркомании и других инфекционных заболеваний, которые могут быть опасными для окружающих его граждан. Кроме того, наравне с этой справкой он должен предоставить в обязательном порядке сертификат об отсутствии у него заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита, то есть ВИЧ-инфекции. Эти документы, они обязательны для предоставления. А эти справки из его страны или он у нас проходит медосмотр? У нас проходит медосмотр, обязательно. А вот после того, как иностранный гражданин получил разрешение на временное проживание, какие у него есть обязанности? Разрешение по истечении 1 года, с момента, как гражданин получил разрешение на временное пребывание, он в течение 2 месяцев обязан обновить все те документы, которые он представлял изначально. То есть это справка о доходах, которая будет подтверждать его платежеспособность нахождения в стране, то есть чтобы он мог обеспечить себя и свою семью. Налоговая декларация, и также он дублирует свою справку об отсутствии этих заболеваний. А вот по статистике количество мигрантов в нашей республике по сравнению с другими регионами, как? Так скажем, не очень большое. Да, потому что у нас и население республики достаточно небольшое. А вот не занимают ли иностранные граждане наши рабочие места? Это то, что волнует наших жителей.
Ну, безусловно, этот вопрос, он регулируется не здесь, не на уровне Республики Саха-Якутия. Ежегодно правительством Российской Федерации утверждается постановление правительства, которым определяются квоты для субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранцы прибывают в данные регионы, получают разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности. Поэтому данные процессы, они регулируются. И кроме того, хочу отметить, что правительство Российской Федерации законодательно обеспечено правом сократить срок временного пребывания иностранных граждан в случаях обеспечения национальной безопасности нашего государства или определения баланса трудовых сил в нашей стране. Когда завершается срок временного пребывания, что должны предпринять иностранные граждане? Ну, для всех это известно, они должны выехать с территории Российской Федерации, но существуют определенные исключения, потому что иностранцы редко когда приезжают только на 1 год, да, на один какой-то период. Основанием для невыезда, да, в данном случае будет являться получение новой визы, продление срока разрешения на временное пребывание, подача документов на получение вида на жительство и так далее. То есть все те необходимые мероприятия, которые необходимы для легализации нахождения данного иностранного гражданина на территории России. А может ли иностранный гражданин получить гражданство России? Если да, то что ему нужно сделать? Ну, конечно, может. То есть для начала необходимо пройти все необходимые процедуры, получить вид на жительство. Только после этого уже можно получить гражданство. А часто ли вот такие заявки поступают? Желающих много? Ну, данной статистикой сейчас не обладаю. Это, конечно, больше вопрос к органам по вопросам миграции. Но таких заявлений достаточно. А вот какую ответственность несут иностранные граждане? По российскому законодательству, тоже есть определенные особенности, да, для иностранцев. Если говорить о особенностях, которые федеральным законом о правом положении иностранных граждан закреплены, то это, конечно, принятие органом внутренних дел решения о неразрешении въезда. То есть существует ряд критериев, да, при наличии которых иностранному гражданину не разрешат въезд в Российскую Федерацию на определенный срок. Кроме этого, существует, конечно же, административная и уголовная ответственность на общих основаниях с определенными особенностями. Ну, а разрешение на въезд в Российскую Федерацию наверняка дают не всем. Вот кто принимает такое решение и по каким причинам могут отказать? Постановлением правительства Российской Федерации и федеральным законом приведен исчерпывающий перечень оснований, которые могут послужить для принятия органов внутренних дел. Это региональное МВД принимает решение такое для неразрешения въезда иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую Федерацию. В первую очередь, это если в отношении гражданина принималось решение об административном выдворении, депортации либо реадмиссии. Это выдача иностранца другому государству в случае совершения преступления. В таком случае срок неразрешения въезда ему будет на 5 лет определен. Если все данные указанные мероприятия, которые перечислены, принимались в отношении него 2 и более раза, то ему запретят въезд на 10 лет. А можно ли оспорить такое решение? Это, конечно, не исчерпывающий перечень, он достаточно обширный. Оспорить такое решение, конечно же, можно, и бывают ошибки, да, в принятии таких решений. Если человек докажет, что он по уважительной причине, да, не смог совершить определенные юридические действия, да, которые повлекли принятие в отношении него решения о неразрешении въезда, то, конечно, и признание органом этих причин уважительными, они такое решение отменят. В случае истечения срока действия неразрешения на въезд и устранения самих причин, конечно, тоже он отменяется. И в случае, если у иностранца имеются члены семьи граждане Российской Федерации. То есть, тоже единство семьи, оно поддерживается, и разлучать семью нельзя. А в каких случаях наступает административная ответственность? Административная ответственность у нас наступает в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства по Кодексу об административных правонарушениях. Есть отдельная глава, посвященная данным вопросам. Это обеспечение режима пребывания иностранцев на территории Российской Федерации. Глава 18. Наиболее типичные правонарушения, которые допускаются иностранными гражданами, лицами без гражданства, это бездействие по подаче уведомления, да, о регистрации по месту пребывания, при задержании органом полиции отсутствие документов, которые у него необходимы, которые у него должны быть по законодательству Российской Федерации, указание ложной цели въезда в миграционной карте, либо подделка документов. То есть при первоначальном совершении правонарушений
это лицо будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 5 тысяч, а в случае совершения повторно данных правонарушений уже может быть принято в отношении него решение об административном выдворении А за вот пределы РФ. как происходит эта процедура выдворения? Административное выдворение – это процедура принудительного перемещения иностранного гражданина за пределы территории Российской Федерации. Наступает она вот в выше обозначенных случаях, да, в случае нарушения, грубого нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации. Данное решение может быть принято только судом. В судебном заседании в обязательном порядке иностранцу предоставляется право на защитника, предоставляется переводчик. Данное решение также может быть им обжаловано. Если у гражданина наравне с теми правонарушениями, которые он совершил, еще и отсутствуют необходимые документы вообще в принципе, то может быть принято решение о помещении его в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего принудительного перемещения за территорию РФ. И тут как бы необходимо отметить очень главный момент, что все те финансовые средства, которые будут затрачены государством на перемещение этого гражданина за территорию Российской Федерации, он обязан возместить. Если он их не возместит, при последующем въезде, по истечении срока, да, на неразрешение въезда, ему просто въезд в Российскую Федерацию будет запрещен. А вот в нашей республике как часто такая процедура проходит, выдворение? Ну, достаточно часто. Суды принимают такие решения, и это очень такая распространенная практика, да, ну и крайняя мера, конечно же. А вот какие действия трудовых мигрантов повлекут уголовную ответственность? Уголовную ответственность иностранцы у нас несут на общих основаниях. Исключение составляет лишь то, что им не может быть назначено уголовное наказание в виде ограничения свободы, поскольку они не являются гражданами Российской Федерации, как бы, ну, неприменима к ним эта мера наказания. Ну, наиболее то есть по всем видам уголовных преступлений, которые у нас есть в Уголовном кодексе, в уголовном законодательстве, они подлежат привлечению к уголовной ответственности. Наиболее часто совершаемые, да, уголовные преступления — это все-таки статья 327 Уголовного кодекса, это подделка официальных документов и их использование. Наиболее часто встречаются при приобретении иностранными гражданами поддельных справок о медицинских заключениях, сертификатов об отсутствии ВИЧ-инфекции и так далее. То есть тут они несут уголовную ответственность. Есть еще отдельный состав, за который несут ответственность только иностранцы по уголовному законодательству России. Это пересечение государственной границы Российской Федерации иностранцем, который знает о том, что ему не разрешен въезд в Российскую Федерацию. Вячеслав Николаевич, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами.